Наступила последняя неделя календарного лета. Как к этому относиться, решайте сами. Ну а мы же просто говорим. Доброе утро, дорогие телезрители. Утро Якутии на телеканале Якутия-24. Вновь с вами встречаем наступивший день, 25 августа, день недели, понедельник. И в ближайший почти что час будем рассказывать вам полезное, интересное, познавательное, в том числе для того, чтобы зарядить вас на прекрасный день, день, в который вы сможете реализовать все свои планы, и будем надеяться, что у нас это все получится. Ну а чтобы наверняка эффект был, мы рекомендуем вам еще на наш телеграм-канал подписываться, потому что в нем в течение дня тоже много всего публикуется. Можете увидеть, вот там вот есть QR, вот с другой стороны есть QR-код, который можете отсканировать и прямиком на наш канал попасть, нажать кнопку подписаться, если вы этого еще не сделали. Ну и, собственно, исправляйте это, если вы еще этого не сделали. Ну а мы двигаемся дальше, начинаем наш эфир. Пока мы все с вами спали, отдыхали, ученые нашли способ узнать, что было до Большого взрыва. Вот это вот то самое явление, с которого зародилась наша Вселенная. Использовать для этого планируют компьютерную симуляцию. Исследователи считают, что для ответа на вопросы о том, что было до Большого взрыва, нужно использовать методы численной относительности, сложные компьютерные симуляции, которые позволяют приближенно решать уравнения Эйнштейна в экстремальных условиях. Вообще, космологи упрощают задачу при изучении космического пространства, предполагая, что ранее Вселенная была однородной и одинаковой во всех направлениях, и это приближение помогает справиться с расчетами, но не обязательно отражает реальную картину событий в момент Большого взрыва. Компьютерные же симуляции позволяют отказаться от этих допущений и смоделировать более сложные сценарии. Ранее предлагаемый подход, кстати, применялся для предсказания сигналов гравитационных волн от слияния черных дыр. Это помогло подготовить эксперимент LIGO. Это обсерватория, где изучают непосредственно гравитационные волны космического происхождения. Ну а мы с космоса возвращаемся на Землю и давайте по насущным поговорим, узнаем, что же за окном сегодня происходит. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 15 до плюс 25 градусов. В заречной группе 14-25 со знаком плюс. В южных от плюс 12 до плюс 17. В Вилюйской группе от 14 до 25 градусов тепла. В Нижнеленских от плюс 16 до плюс 24. В западных от плюс 13 до плюс 26. В Колымо-Индигирской группе улусов от 6 до 21 градуса со знаком плюс. В Янских от плюс 7 до плюс 22. И на северо-западе от 9 до 18 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была плюс 9 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня же днем в столице республики ожидается переменная облачность, ветер северный 2 метра в секунду, а температура воздуха днем ожидается в диапазоне от плюс 12 до плюс 25 градусов. Вот. Ну а знаете ли вы, что за каждым месяцем календаря скрывается своя удивительная история? И сегодня в рубрике «Говорим правильно» мы заглянем в глубины этимологии и узнаем тайны происхождения названия одного из летних месяцев. Давайте вместе раскроем интересные факты о месяце, которые мы все привыкли называть август. Почему именно так? Какие исторические события и личности повлияли на появление этого названия? Обо всем этом узнаем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие телезрители! Полновесным, благосклонным, яблоком своим имперским, как дитя играешь, август, как ладонью гладишь сердце, именем своим имперским август сердце. Именно так писала об августе поэтесса XX века Марина Цветаева. Она называет этот месяц имперский. И мы с вами в наших встречах нередко говорим о том, как возникли названия обычных, привычных нам вещей. Например, такие, как название месяцев. И сегодня настал черед августа. И разобраться, почему же поэтесса называет его имя имперским. Дело в том, что август носит имя римского императора Октавиана Августа. До этого месяц в римском календаре назывался секстилий, что обозначает 6-й месяц года. Напоминаю, что в Древнем Риме отсчет месяцев начинался с марта, то есть Новый год начинался в марте. И поэтому август был непривычным нам 8-м месяцем года, а 6-м.
Однако в VIII веке до нашей эры Сенат переименовал шестой месяц римского календаря в название август, потому что именно в этом месяце, в шестом месяце года, были самые большие победы императора Октавиана Августа, в том числе и взятие Египта. Ну а мы с вами вспомним о том, что месяца по-другому назывались до этих римских названий. У них были и древнерусские названия. Так вот, в Древней Руси август носил очень поэтичные названия. Например, он назывался серпень от слова серп, потому что именно в этом месяце жали зерновые злаковые культуры, пшеницу, рожь и другие. Еще он назывался зарев, потому что именно в этом месяце были яркие зорницы и уже начинались холодные зори. А еще он назывался густоед. Ну, это и понятно, потому что месяц август – это самый изобильный месяц лета. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Слушай, каждый день узнаем что-то новое, и сегодняшний не исключение. Ну а дальше наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. 24 августа в 24 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах. Эта мера позволит принять участие в выборах жителям труднодоступных и отдаленных местностей, а также морякам, которые в день голосования будут находиться в плавании. Всего в сентябре в России пройдет более 5000 избирательных кампаний, в которых смогут принять участие около 55 миллионов избирателей. На кону выборы глав 20 регионов и другие важные выборные должности. Роспотребнадзор выразил поддержку законопроекту, предоставляющему регионам право запрещать продажу вейпов. Ведомство подчеркнуло, что поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья населения. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о поддержке полного запрета вейпов депутатским корпусом. А глава Думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил о направлении соответствующего законопроекта в правительство. Ожидается, что Госдума примет закон в ближайшие 2 месяца. Якутское предприятие по торговле алмазами модернизировало производство. Компания приобрела 6 автоматов АСА и 4 весосортировочных аппарата для сортировки и оценки алмазов средних размерностей. Для нового оборудования проведены ремонт и перепланировка помещений, закуплены увлажнители и компрессор. Кроме того, расширили штат, приняв 4 специалистов. В ближайшие 2 года предприятие планирует сортировать и более мелкие алмазы, для чего будет приобретено дополнительное оборудование и проведен набор сотрудников. По итогам стратегической сессии сбытового блока компании «Алроса» было принято решение о перераспределении потоков сортируемого алмазного сырья между 2 площадками – ИСО «Алроса» и Яптака «Алроса». По итогам нескольких рабочих совещаний было принято несколько вариантов, и в итоге остановились на так называемом оптимальном варианте. Минпросвещение утвердило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. С 2026 учебного года в него войдут русский язык, литература, иностранный язык, история, включая историю России, всеобщую историю и историю края, обществознание, география, математика, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Предметы родной язык, родная литература и второй иностранный язык будут изучаться по желанию. Кроме того, в школьную программу вводится новый предмет – духовно-нравственная культура России. 2 студента из Якутии представят республику в финале Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет в Калуге с 25 по 30 августа. Арсен Баятанов и Борис Иванов из Верхневилюйского техникума будут соревноваться в компетенциях спасательной работы и пожарная безопасность, соответственно. В финале примут участие более 230 студентов и 250 экспертов со всей страны по 22 компетенциям промышленного блока.
В начале ноября россиян ждет короткая рабочая неделя благодаря переносу выходного дня с 1 ноября на 3 ноября в сочетании с празднованием Дня народного единства. Рабочая неделя с 3 по 7 ноября станет трехдневной. Жители страны будут отдыхать 3, 4, 8 и 9 ноября. Рабочими останутся лишь 5, 6 и 7 ноября. Предшествующая неделя с 27 октября по 1 ноября будет шестидневной. Ну а сегодня мы хотим поговорить о профессии будущего, которая находится на стыке искусства и технологий. В эпоху, когда пространство становится интерактивным, а сцена окружает нас со всех сторон, особенно востребованы специалисты по созданию захватывающих визуальных впечатлений. И сегодня у нас в студии в гостях Ариан Ермолаев, дизайнер, художественный руководитель Якутского художественного училища имени Романова, который расскажет подробнее о специальности стейдж-дизайн, направлении, открывающем новые горизонты для творческих людей. Ариан, доброе утро. Павел, доброе утро. Да. Ну, собственно, что такое стейдж-дизайн? Мы немножко за кадром, так сказать, пообщались. Я выдвинул свое какое-то мнение, но давайте уже зрителям расскажем, что же это такое. Ну, стейдж-дизайн — это создание событийных явлений в общественном формате с применением, естественно, специальных средств исполнения. Это и экранное искусство, да, то есть средства отображение контента, это свет, это, значит, различные конструкции для выступлений там, и так далее. То есть это то, что требует такого полновесного, проектного, продуманного подхода в организации общественных явлений, событий, праздников, и не только праздников. Формат очень большой, это могут быть и форумы, и выставки. Элементарно концерты, наверное? Элементарно концерты, да, в том числе. То есть это очень применительная, да, большая область. Но вот я сказал, да, что говорим о профессии будущего. Ну, не соврал ли я, можно ли считать, да, стейдж-дизайн действительно профессией будущего, востребованной в ближайшие годы? Это, мне кажется, точку подмечено, потому что в конечном итоге сегодня элементы и инструменты создания таких проектных решений, ну, с элементами и дизайна, то есть от замысла к исполнению, выхода, допустим, там, от разработки каких-то частных аспектов до широкого такого выхода. Это все, конечно, определенные этапы, которые требуют специальных знаний и в области даже искусственного интеллекта, потому что нужно интегрировать и находить решения. Ну, искусственный интеллект — это инструмент, да, и неплохо бы им пользоваться. Да. Но вот говоря про, тоже я вот упомянул, что все-таки это стык искусства, это и технологии в одном месте, что все-таки здесь больше превалирует, и мы через это хотим, да, выйти на вопрос, какие навыки, знания нужны человеку, да, чтобы стать успешным стейдж-дизайнером. Современное искусство, театральное в том числе, да, и музейные пространства, они все усложняются, начинают элементарно включать различные технологические узлы, которые требуют специальных знаний. Вот. И, соответственно, в большей степени здесь, конечно, занимаются самоучки. А на самом деле оно требует специализации, чтобы разный уровень, скажем, контингентов, специалистов, и актеров, и режиссеров, и инженеров, в том числе художников там, по свету и так далее, они бы, допустим, могли находить интегрированное проектное решение под какие-то задачи. Это конкретно или концерт, или площадное действие, или стадионное, или это музейный комплекс какой-то, да, где элемент иммерсивности, то есть погружение человека, зрителя, в конкретную какую-то реальность, скажем, да, придуманную авторами,
ну и все такое. Мгм. Ну вот говоря про, тоже подмечу, что затронули мы самоучек, тем не менее, обучиться сегодня, правильно я понимаю, что в Якутском художественном училище можно сегодня начать Да. постигать азы, Да. и как вот проходит обучение, какие, опять же, практические навыки, это немаловажно, получают студенты, которые... У нас вот наше учебное заведение, в частности, имеет очень широкий план, скажем, связей с разными регионами и с институтами. В частности, вот в этом году юбилей у нашего учебного заведения, 80 лет, ровесница Победы, Великой Победы. И мы в связи с этим с Академией художеств Российской Федерации будем проводить совместную конференцию здесь, в Якутске. То есть это такой первый план, скажем, с Академией художеств работы. И, соответственно, с регионами, это Сибирь, Дальний Восток, с другими учебными заведениями. А также у нас широкий интерес и работы с другими учреждениями, такими как вот Арктический центр эпоса и искусств, например. А также у нас партнеров вполне достаточно, которые имеют специалистов именно в области стейдж-дизайна, ну и так далее. А вот вы затронули как раз Арктический центр эпоса и искусства. Вот тоже интересный вопрос. Какие вот как раз в контексте профессии, какие возможности этот центр сможет открыть? Ну, это один из таких технологически напичканных будет объектов. Я даже скажу, за Уралом, наверное, таких очень мало. Мало можно встретить. Мало, да. И, конечно, там нужны соответствующие специалисты в будущем, потому что все пространство, организация именно там не такая вот сцена, как в обычном традиционном театре, вот так вот, да, то есть это не картина, а это вот с выходом почти как живая вот связь с зрителем конкретно. Усиливающий эффект иммерсивности. Да, опять же, да. Ну и вот важный момент, да, мы говорим опять же про стык технологий, стык искусства и так далее. Мы все понимаем, что любой проект всегда начинается с какого-то плана, с какой-то идеи и завершается тем, что вот человек в конце уже зритель видит. Вот как вообще происходит создание проекта, да, от идеи до его реализации? Ну, сначала, конечно, замысел оформляется в чьей-то голове, вот. Потом это вот каким-то образом формулируется, и первые, скажем, контуры проекта... Наброски. Это, конечно, наброски. Да. Да, именно с набросков все начинается. На этапах набросков там все это обсуждается. Как правило, там вот важнейшие решения будущего проекта и принимаются. И в конечном счете уже зритель видит итоговую картинку, скажем Да. так. Ариан, спасибо большое за эту беседу Вам спасибо, интересную. Вам желаем успехов в вашей работе, ну и, конечно же, хорошего дня. Спасибо. Ну а теперь мы перейдем к другой теме, уже в такую финансовую плоскость перейдем, поговорим о финансовых взаимоотношениях между людьми. Как обезопасить себя при передаче денег в долг? Какие юридические тонкости нужно учесть, чтобы долговая расписка действительно защитила ваши интересы? Сегодня в рубрике «Советы юриста» узнаем о самых распространенных ошибках при составлении расписки и как правильно оформить этот важный документ. Доброе утро, Якутия! Сегодня темой нашей рубрики является долговая расписка. Поговорим о том, как правильно ее составить, какие гарантии она дает и, главное, как поступить, если заемщик отказывается вернуть долг. Если вы решили дать денежные средства на некоторое время в долг, обязательно попросите заемщика написать вам долговую расписку. Она должна содержать в себе паспортные данные заемщика и замедавца, адреса регистрации по месту жительства, сумму денежных средств, передаваемых в долг, а также срок возврата с указанием конкретной даты.
Стороны также могут прописать штрафные санкции за несвоевременный возврат долга. Например, прописать, что в случае нарушения сроков возврата долга взаимодавец имеет право начислять проценты в установленном размере. Это может быть 5% в месяц от суммы долга или 0,1% в день. Здесь стороны вольны самостоятельно устанавливать размер таких процентов. Однако не стоит забывать про добросовестность сторон и разумность таких процентов. Расписка составляется и подписывается собственноручно заемщиком. После этого она передается взаимодавцу до полного погашения задолженности. Отмечу, что нотариальное удостоверение расписки по закону не требуется и может быть составлено в простой письменной форме. Итак, допустим, вы предоставили в долг сумму в 10 тысяч рублей своему товарищу сроком на 3 месяца. Если долг вам вернули полностью и в срок, в расписке необходимо сделать об этом отметку. Важнее всего это сделать, если передача средств осуществлялась наличными. Но если долг не возвращен вовремя, то по истечении 3 месяцев, начиная с первого дня просрочки, у вас возникает право обращения в суд. Законодательством не предусмотрен претензионный порядок в случае с долговой распиской. Однако попытка урегулировать спор во внесудебном порядке может значительно сэкономить ваше время и деньги на адвоката или юриста. Если договориться все же не удалось и заемщик продолжает уклоняться от возврата средств, взаимодавцу необходимо обратиться в суд с заявлением. К заявлению необходимо будет приложить оригинал расписки, поэтому так важно сохранить и не утерять этот документ. После вынесения решения судом будет выдан исполнительный документ, который в свою очередь необходимо предъявить в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности. Взыскание денежных средств по долговой расписке – достаточно частая категория дел в судебных инстанциях, поэтому прежде чем подавать в суд, обратитесь к юристу или адвокату по имущественным спорам. Специалист поможет вам грамотно подготовить заявление, правильно исчислить сумму неустойки или процентов, а также поможет подать пакет документов в суд без ошибок. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. А теперь время позаботиться о своем здоровье. Даже если вы только что проснулись и не готовы покидать уютную, теплую постель, у нас есть отличная новость. Наш спортивный инструктор подготовил специальную программу утренней зарядки, которую можно выполнять, не вставая с кровати. Вы узнаете, как разбудить организм, зарядить его энергией на весь день, не покидая свою уютную, мягкую, теплую кроватку. Но это не помешает простым упражнениям помочь вам проснуться, улучшить кровообращение и подготовиться к активному дню. Доброе утро! Мы сегодня делаем упражнение, которое можно делать лежа в кровати. Для начала мы возьмем с вами наши бедра и каждую ногу мы подтянем с вами. Некоторым людям захочется поднять голову, но не всем. Продолжаем. И еще 2 раза. Отпускаемся. Сейчас мы будем движения делать с вами. Круговые движения ТБС. В одну сторону и в другую. 1, 2. И теперь в другую сторону. И еще разок. Хорошо. Сейчас будет наше упражнение. Это не валяшка. Мы с вами покрутимся в одну сторону и в другую. 4 раза. Сейчас мы ложимся, вытягиваемся на правую сторону. Рука вытягивается. И мы раскрываем с вами грудную клетку. Вдох, раскрываемся, идем, взгляд идет за рукой, закрываемся. И еще 3 раза. 1, 2 и 3. Продолжаем наше упражнение. Тянем нашу ладонь, верхнюю руку вверх. Взгляд у нас направлен также. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. И еще 3 раза.
Вдох. Выдох. Ребра собрались. Вдох. Выдох. И крайний раз. Сейчас мы принимаем позицию русалки. Наша нога нижняя упирается в коленочку в ногу, верхняя позади. И мы работаем над ребрами, над подвижностью. Следующее упражнение мы с вами наблюдаем за рукой и тянемся вперед. 4 раза. Раз. 2. И 3. И 4. Данный комплекс мы делаем на правую и левую сторону с отдыхом 10-15 секунд. С точки зрения физической активности, наверное, самая благоприятная пора – это, конечно, детство. Особенно летом. Постоянно двигаешься, бегаешь, даже по деревьям лазать можно. Окунулись в ностальгию? Ну а почему бы не вернуться в детство сегодня? Опять же, полазать по деревьям сегодня не возбраняется. 25 августа отмечается неофициальный праздник – День лазанья по деревьям. Он напоминает нам о важности сохранения детской непосредственности и связи с природой. Призывает взрослых ненадолго вернуться в детство, почувствовать себя смелыми исследователями и, конечно же, получить заряд бодрости и позитива. Так что готовьте свои кроссовки, настройтесь на активный отдых. Главное, не забудьте о безопасности и выбирайте деревья, подходящие для такого увлекательного занятия. Ну а мы далее узнаем о других памятных и исторических датах сегодняшнего дня. На календаре 25 августа. По народному календарю Фотя Повитенный. В этот день было принято прибираться на повитях, где хранились лошадиные упряжи, бароны и сохи. На Фотю с утра примечали: если в этот день было дождливо, не стоило надеяться на длинное бабье лето, а теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах. Этот день в истории. 325 год. Завершился Первый Вселенский собор в Никее. 1930 год. Экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. 1960 год. Открылись 17-е летние Олимпийские игры в Риме. 1991. День рождения операционной системы Linux. В этот день родились Иван IV Грозный, великий князь Московский и всея Руси, русский царь. Алан Пинкертон, американский частный детектив, владелец детективного агентства. Леонард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог. Шон Коннери, британский и американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Георгий Данелия, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Николай, Петр, Сергей, Степан, Федор и Яков. В этом году свой вековой юбилей отмечает Национальная библиотека республики. Она знакома, вероятно, каждому жителю Якутска, ну хотя бы даже в виде такого географического ориентира в городе. Но в первую очередь это, конечно же, хранилище знаний и истории. Но ничего из этого не было бы без людей, стоявших у истоков становления главной библиотеки Якутии и внесших огромный, возможно, даже неоценимый вклад в ее развитие. Эти люди, если можно так выразиться, поистине были влюблены в книгу. В одноименной рубрике рассказываем о тех, чьими силами, духом и энтузиазмом Национальная библиотека Якутии прошла свою первую вековую отметку. Василий Иванович Скупченко, библиограф, посвятивший 3 десятилетия работе в Якутской республиканской библиотеке. Выпускник Московского библиотечного института. Он приехал в Якутию в 1940 году, где сразу включился в создание и развитие справочно-библиографического отдела. Именно с его участием началась системная работа по информационному обслуживанию, составлению указателей, краеведческих картотек.
Период его становления совпал с началом Великой Отечественной войны, и библиотека в те годы работала практически без выходных, пропагандируя литературу о патриотизме и героизме. Скупченко составил ряд прикладных указателей, таких как «Что читать по птицеводству» и «Передовой опыт в сельском хозяйстве». В послевоенные годы он стал одним из ключевых участников создания фундаментального труда «Библиография Якутской ССР» с 1931 по 1959 годы. Редактировал и рецензировал разделы, способствовал продолжению дела Николая Николаевича Грибановского. В 1965 году под его редакцией вышла третья часть этой библиографии. Вел лекции для библиотекарей и активно помогал в управлении библиотекой. За большой вклад в развитие библиотечного дела был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне и почетной грамотой Минкультуры СССР. Его имя навсегда вписано в историю якутской библиографии. Ну а далее ознакомимся с астрологическим прогнозом на всю наступившую неделю. Если вы в астрологические прогнозы верите, прислушивайтесь и, исходя из этого, конечно же, планируйте свою деятельность на ближайшую семидневку. Овен. Предстоящая неделя для овнов будет довольно спокойной. Иногда, правда, возможны отдельные конфликты, в основном с женщинами. Тем не менее, вы справитесь с этими небольшими затруднениями, благодаря вашему оптимизму и благородству. Телец. Тельцов ждет очень гармоничная неделя. Вы будете наполнены энергией, благодаря которой сможете добиться желаемых результатов. Разрешить конфликты представителям этого знака зодиака помогут обаяние и хорошее настроение. Одним словом, неделя вас ждет исключительно позитивная. Этот период идеально подойдет для практичной планомерной работы. Близнецы. Близнецам стоит приготовиться к очень напряженной неделе. Множество мелких происшествий и недоразумений приведут к задержкам, спорам и конфликтам. Велика вероятность не успеть завершить план в задуманное время. Поработайте над собой. Ваша необязательность может поставить под угрозу важные для вас и окружающих дела. Возможны конфликты на личном фронте. Стоит немного потерпеть. Рак. Раком неделя принесет глубину эмоциональных переживаний. Для вас это будет важно, поскольку вы наконец сможете осознать смысл проживаемой жизни. Кроме того, вас ожидает удача на личном фронте. Лев. Львов ждет спокойная неделя с ощутимым позитивным фоном. Общее легкое ощущение благополучия и везения будет преследовать вас весь период. Однако никаких ярких событий не предвидится. Дева. Для дев неделя будет очень насыщенной. По знаку Девы сейчас движутся одновременно Солнце, Марс и Венера, которые создадут игривое настроение и наполнят представителей этого знака энергией для самореализации. Неделя благоприятствует тому, чтобы вы поставили перед собой конкретные цели и настойчиво к ним двигались. А шарм и обаяние будут помогать вам в этом. Весы. Весов ожидает непростая неделя. Вы можете ощущать себя не на своем месте. Возможны разногласия и ссоры по пустякам. Однако не стоит переживать по этому поводу. Никаких серьезных конфликтов не предвидится. Скорпион. Скорпионов ожидает позитивная неделя, хорошее настроение и самочувствие, ясное понимание своих целей и возможностей. Все будет способствовать реализации ваших планов. На личном фронте также ожидается положительный период. Ваше хорошее настроение притянет удачу. Стрелец. Для стрельцов следующая неделя станет напряженной. Вас поглотит рутина. Появится большое количество мелких дел, которые потребуют быстрой реакции. Если их вовремя не выполнить, ситуация усугубится. А если вы все-таки сядете за работу, то, скорее всего, у вас появится ощущение, будто вы упускаете что-то большое и важное. Постарайтесь не придавать слишком большое значение этому противоречию и найти баланс между земными делами и высокими идеями. Скоро ситуация улучшится. Козерог. Козерогов ожидает в целом позитивная неделя. Возможно, многие дела будут требовать вашего внимания, но у вас на все хватит времени и сил, а сам процесс будет приносить сплошное удовольствие. Небольшие материальные стимулы будут помогать вам лучше справляться с поставленными задачами. Например, пообещайте себе купить приятный подарок, как только справитесь с важным делом. Водолей.
У водолеев на следующей неделе наконец-то закончится конфликтный период. Вы почувствуете облегчение, веру в себя и прилив новых сил. Однако пока лучше только подумать о будущем и не браться за масштабные дела. Предстоящая неделя не ставит перед вами больших задач. Рыбы. У рыб на грядущей неделе начнется довольно непростой период. Окружающие резко станут чересчур придирчивыми и требовательными, что не раз приведет к конфликтам. Скорее всего, вы почувствуете, что от вас требуют заниматься несвойственными вам делами. Поэтому вы захотите глубже уйти в себя и не замечать ничего вокруг. К счастью, это будет нетрудно, потому что никаких серьезных проблем на горизонте нет. Ну а новая инсталляция привлекла внимание жителей Тамота. Арт-объект появился в одном из самых проходных мест города и стал объектом памяти и уважения. Подробности далее. В Тамоте на Виадуке появилась масштабная настенная роспись, посвященная важным событиям, специальной военной операции и 80-летию Победы. Эти работы – результат кропотливого труда Алексея Волкова, художника Алданского ТЮЗа. Для него этот проект стал личной миссией и большим эмоциональным испытанием. Проект планировали завершить 9 мая, но из-за погодных условий сроки сдвинулись на лето. Почти месяц Алексей ежедневно с утра до позднего вечера трудился, внимательно прорисовывая каждую деталь. Он признается, от ответственности за эту работу у него по коже бегали мурашки. Данный проект реализовался за месяц с небольшим. Погодные условия немного вставляли запятые. Но каждый день с утра до вечера усталость есть. Это большая площадь, большой объем работы, но проезжающие мимо люди и сама тематика, она бодрит, стимулирует, поэтому справился. Виадук – одно из самых проходимых мест города. Работы Алексея Волкова сразу привлекли внимание жителей и гостей. Теперь это место памяти и уважения, где каждый может остановиться и вспомнить важные события. Я в этой сфере, в аэрографии занимаюсь, стаж у меня 10 лет. Люблю детали, это очень много, и люблю оставлять маленькие, как говорится, пасхалочки. Пусть разглядывают, смотрят, но они здесь есть. Идея арт-проекта принадлежит мэру города Александру Самарскому. Он лично пригласил Алексея и вместе с ним прорабатывал каждую деталь, чтобы работа стала достойным символом памяти и гордости. Здесь мы смогли воплотить две идеи и в рамках Великой Отечественной войны, подчеркнуть ее, да, и то, что у нас сегодня актуально, СВО. Хочется, чтобы все проезжающие, каждый раз проходящие, проезжающие, жители, гости сразу же вспоминали и как Великую Отечественную, так и героев СВО. Так, на Виадуке в Тамоте появился уникальный арт-объект. Искренняя и эмоциональная работа талантливого мастера, ставшая символом памяти и гордости всего города. Олеся Котовщикова, Ренат Нахиев, Тамот. Но в современном мире все больше людей стремятся к финансовой независимости и реализации своих бизнес-идей. Особенно это актуально для многодетных семей. И у нас отличные новости. Совсем скоро стартует уникальный образовательный проект «Малый бизнес для большой семьи», о котором нас сегодня подробнее расскажет Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу по полной начнем задавать вопросы. Все-таки про проект «Малый бизнес для большой семьи». Для кого этот проект? Почему именно целевая аудитория? Это большие семьи, многодетные семьи? С чем это связано? Центр «Мой бизнес» ежегодно проводит эту образовательную программу, называется «Малый бизнес для большой семьи». В этой программе могут принимать участие члены многодетных семей, независимо от статуса и от целей бизнеса. То есть это не обязательно, что семья должна иметь идею семейного бизнеса. Нет, это может быть реализация бизнес-идей одного из членов многодетной семьи, вплоть до
подростка с 14 лет. То есть мы знаем, что по закону каждый подросток с 14 лет может стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Одно из обязательных условий – это статус многодетности. То есть семья должна иметь на иждивении 3 или более детей, ну, соответственно, и статус многодетности. Ну, и, в принципе, и все. Надо учитывать, что программа это очная, то есть это вот с 8 сентября по 12 сентября будет проходить очное полноценное обучение в течение 5 дней защитой бизнес-проекта. Обучение бесплатное с получением сертификата, и один из участников, который лучше всех представит свой бизнес-проект, защитит его, получается. Да, конечно, перед комиссией, будет иметь возможность получить грант в размере 150 тысяч рублей на старт и развитие бизнеса. На самом деле неплохое подспорье. 150 тысяч, в принципе, можно, да, неплохо их потом реализовать, ну, именно в бизнесе своем. Да, конечно. Вот, то есть всего один проект станет победителем, да, скажем так, при этом количество участников там особо не ограничено, я так понимаю. То есть, ну, мы понимаем, что есть условия многодетности и так далее, но в целом сколько вот будет участников, столько и будет. Победит сильнейший. Победит сильнейший, конечно же. Но знаете, вот вы как-то сделали акцент на грант, мы стараемся акцент на грант не делать. Это вот некий приятный бонус в процессе обучения. Самая главная наша цель, знания, конечно, наверное, это да, получение современных знаний для того, чтобы варьировать свободно в условиях повышенного риска в старте бизнеса. Ну, я просто как бы понимаю, что ну, и в предпринимательстве как бы финансы тоже важную роль играют, как бы неплохое подспорье. Ну, конечно же, да, мы говорим, что в первую очередь это знания, да, потому что и умение пользоваться теми или иными инструментами предпринимательскими, без этого никуда. Говоря, кстати, про эти знания, что вот в течение вот этого курса, этого проекта участники почерпнут для себя? В первую очередь это, например, как стать предпринимателем, каким образом можно зарегистрироваться, какой вид налогового режима оптимально выбрать, какой АКВЭД и как выбрать АКВЭДы. Далее это написание своего бизнес-проекта, воплощение своей бизнес-идеи. Но это не только, вот, скажем, написали бизнес-проект и все. В ходе написания слушатель знакомится с современными инструментами того же маркетинга, рекламы. Мы знакомим их с тем, что такое искусственный интеллект, эмоциональный интеллект, прокачивая, можно так сказать, и мягкие скиллы слушателя, которые также необходимы, чтобы стать успешным предпринимателем. Возможно, даже мягкие скиллы в предпринимательстве наиболее важную роль играют. Возможно. Также слушатели ждут общения, обмен опытом, мнениями с успешными предпринимателями. То есть они погружаются в эту среду предпринимательскую в течение 5 дней, и это является вот неким таким мощным мотивационным толчком. Хотелось бы еще отметить, что вот как раз бывает очень много вопросов по поводу заполнения заявки. В пункте заявки есть такой пункт, как написание мотивационного письма. Здесь заявитель должен прописать свою бизнес-идею. Не нужно прикладывать готовый бизнес-проект. Можно только прописать бизнес-идею, с которой вот член многодетной семьи хочет стартовать. А вот есть ли какие-то, может быть, требования к определенному там условно там профессиональному опыту для участников в проекте? Или вот, ну, мы опять же сказали, что могут и подростки даже участвовать, поэтому, наверное, таких жестких прям требований нету. Знаете, программа рассчитана больше для тех, кто только желает стать предпринимателем, или для тех, кто только-только стал индивидуальным предпринимателем и имеет опыт не более 3 лет. То есть, видите, программа рассчитана для того, чтобы оказать помощь, как государственную меру поддержки малого бизнеса для начинающих предпринимателей. Ну, немножко ретроспективы хочется сделать, да, потому что не первый год этот проект существует. Можно немножко, ну, рассказать про участников и, опять же, победителей, возможно, прошлых лет, как, может быть, судьбы их сложились, а может быть, это уже какие-то бизнесы уже большие, которые знает каждый человек.
Мы стараемся вести некий такую обратную связь с нашими слушателями, которые вот уже закончили. Надо сказать, что мы очень рады, что те люди, которые решили стать предпринимателями, они доводят свою идею до конца и, прослушав курс, становятся предпринимателями. В том числе и наши победители. Например, один из годов победителем является многодетная семья Степановых. Мария Степанова, она вышла с проектом секции, скажем так, да, для школьников. И вот эту вот идею она довела до конца и расширилась в конце, вот через год. Так что мы очень рады за Марию. И вот таких примеров довольно много. Были первые самые года, это и с Улусом многодетная семья тоже побеждала. Так что думаю, что программа на самом деле имеет свой эффект и помогает людям действительно начать и продолжить бизнес. Надо сказать, что в прошлом году победу одержала многодетная мама, которая реализовала очень интересный проект фетровых книжек для детей. И вот сейчас она уже через год буквально сама выступает спонсором, спикером в других наших программах, оказывая уже поощрение, поддержку для других участниц этого года. Некий моральный долг возвращает, да? Ну, можно и так сказать. На самом деле говоря, это вот способ самореализации и того, чтобы и рассказать о своем бизнесе. Ну, опять же, это поделиться опытом с тем, кто идет позади тебя, грубо говоря, Конечно. вот в этой бизнес-дорожке, скажем так. Ну и опять же, а почему бы с молодыми не пообщаться? Ну, молодыми не в части возраста, а в части молодыми какими-то компаниями, предпринимателями. От них что же можно что-то новое почерпнуть? Иногда с высоты многого не замечаешь, а вот как раз начинающие люди какие-то свежие идеи могут подкинуть. Это всегда в две стороны работает. Анна, спасибо вам большое за эту беседу. Ну вот, зрители, я надеюсь, вам тоже это было очень полезно. Напомню, что малый бизнес для большой семьи. В центре «Мой бизнес-проект». Можно, думаю, на сайте с подробностями ознакомиться. Я давайте скажу, сайт moybiznes14.rf, на нем есть анонс. До 27 августа мы ждем ваши заявки. Ага. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы ознакомить с новостями. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Российские авиакомпании «Победа», «Россия» и «Аэрофлот» вынуждены менять расписание рейсов из-за временных ограничений на полеты в ряде регионов страны. Некоторые рейсы задерживаются или отменяются. Пассажирам предоставляются необходимые услуги, включая питание и напитки. Ограничения введены Росавиацией и затрагивают аэропорты таких городов, как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пенза, Казань, Киров, Ульяновск, Ижевск, Самара и Нижнекамск. С 1 ноября максимальная сумма страхового возмещения по безотзывным вкладам удвоится и составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как пояснила агентству Prime Финансит Жанна Ивановская, это касается вкладов сроком от 3 лет, с которых нельзя досрочно снять деньги. Такие продукты предлагают банки, нуждающиеся в долгосрочном финансировании. По словам эксперта, несмотря на риски, связанные с невозможностью досрочного снятия, безотзывные вклады могут быть интересны обеспеченным вкладчикам с долгосрочными целями накопления. Например, на жилье, образование или пенсию. Эксперты сомневаются в полной реализации новых требований к предустановке приложений на гаджеты в России с 1 сентября. Мессенджер Max, скорее всего, появится в списке рекомендованных приложений на устройствах Apple, как и другие российские программы. Однако предустановка магазина приложений Рустор вызывает споры. Хотя депутат Госдумы Антон Горелкин утверждает, что переговоры с Apple ведутся. Аналитик Эльдар Муртазин это отрицает. Главный вопрос – разрешит ли Apple распространять через Рустор приложения, находящиеся под санкциями. В
Вступили в силу поправки, регулирующие федеральный государственный контроль за состоянием Музейного фонда России. Обновленное положение расширяет полномочия инспекторов в рамках профилактических визитов, позволяя им проводить осмотры, истребовать документы, отбирать образцы, а также проводить инструментальное обследование, испытания и экспертизы. Срок проведения профилактического визита ограничен 10 рабочими днями. Кроме того, теперь инспекционные визиты и выездные проверки могут осуществляться дистанционно с использованием видеоконференц-связи и приложения «Инспектор». Минпросвещение утвердило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования. С 2026 учебного года в него войдут русский язык, литература, иностранный язык, история, включая историю России, всеобщую историю, историю края, обществознание, география, математика, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Предметы родной язык, родная литература и второй иностранный язык будут изучаться по желанию. Кроме того, в школьную программу вводится новый предмет – духовно-нравственная культура России. В Ленске стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу», призванная помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к новому учебному году. До 31 августа жители города могут принести школьные принадлежности, одежду, обувь и другие полезные вещи во Дворец культуры и юность или в административное здание Комитета физической культуры и спорта. Все собранные портфели добра будут распределены между нуждающимися семьями. В Якутске прошли полуфинальные встречи в борьбе за путевку на главный матч чемпионата по футболу 8-на-8. В схватку вступили клубы «Легионер», «Спорт Якутии», «Манчары» и «Цементник». Игроки последней команды подошли к этому матчу без единого поражения, одержав верх во всех матчах группового этапа и во встречах 1/8 и 1/4 финала. По итогам напряженной игры им удалось продлить серию побед со счетом 3-2. «Цементник» в финале чемпионата. Соперники «Цементника» по финалу определились параллельной встрече полуфинала, в которой команда «Спорт Якутия» одержала победу против «Манчары» со счетом 4-3. Финалисты турнира получили право представить Якутск на чемпионате республики, который пройдет с 9 по 13 сентября на главной спортивной арене Якутии стадионе Туймада. Захватывающий матч. Наши главные соперники «Манчары». Мы ожидали тяжелую игру, она так и получилась. Благодаря командной работе выиграли этот матч. «Цементник» очень хорошая команда, сильная команда. Также будет тяжелая игра. Команда «Спорт Якутии» хорошая команда, раз они прошли, мне кажется, фаворитов и победителей прошлого сезона, команду «Манчары». Команда хорошая, игроки там опытные. Но будем биться, будем надеяться только на победу, конечно. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну что ж, на этом все. До завтра.